Jüre jüre ya insanrin kısmeter, ömür keçirmiş iday vaxtuna, İnsaniyat patalçıga zehmeter, çpint arar dozalakta tahtuna. Qehal kısar gızaf ava küreda, şumutsadan qort anjadat ararni, jedaydi hiz kısmeter har jüreda, çpelay çaz taz vaqsan kırarni. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отрадно то, что эту передачу мы ведем накануне нового и значимого для Дагестана праздника, для Дня единства народов Дагестана. Семья Магомедовых является интернациональной. Ныне покойный выходец из селения Юхаристал Магомедов Буньямил связал свою судьбу с русской женщиной Жанной Александровной. И сегодня мы в гостях у Жанны Александровны. Добрый день, Жанна Александровна. Как поживаете? Как ваше здоровье? Нормально, хорошо все. Расскажите, пожалуйста, где вы родились и как вы познакомились с вашим супругом? Родилась в городе Ленинграде 1 апреля 1938 года. Когда началась война, папу забрали на фронт, и больше мы его не видели. Оставалась с мамой. Мама ходила на работу, меня в садик отдавала. А потом, когда началась блокада, вместе с садиком нас, девчата многие, что со мной были, многие так попали. Мы вместе нас эвакуировали с девчатами, да. Из садика. Из садика, потому что я в это время мамы не видела. Папа вообще как забрали, так больше его не видела. На фронт ушел. Отправили нас в город Ярославль, а затем уже расформировали нас по детским домам. У нас детей было очень много, детей. А детские дома тогда по много детей не принимали, и нас расформировали потихоньку по разным областям, да, Ярославская, но по разным деревням, селам. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и 900 ночей. Конечно, вы пережили большую трагедию. Но расскажите, пожалуйста, вот об этом страшном времени, вот что вы помните? У меня в основном... Конечно, вы были маленькая тогда. Да, очень. Вам сколько было лет? 3-4? Ну, 3-4, больше и не было. А потом уже время-то идет постепенно. Ну, я себя только помню, как в детском коллективе постоянно с детьми. Маму очень мало видела, даже редко очень. видели маму? И очень даже мало. Она потом со своими рабочими, как они уехали вообще из Ленинграда, это она мне потом уже рассказывала. Вот. Ну, а я как с детсадиком вместе с детьми нас всех отправили в Ярославскую область. Вот. Что вы помните о днях, проведенных в детском доме? В детском доме, перед тем, что мы уже в школу ходили, нам одноклассники наши, девочки, мальчики, уже, которые с родителями жили, постоянно нам говорили, вы просто счастливы тем, что вы попали во время войны, во время голода в детдом. Вас кормят, обувают,
Воспитатели с вами все, куда что, все направят. Как говорится, нужный урок дадут сразу, подсказывают. Ну, такое хорошо помню, да. Говорили постоянно нам дети родителей. Родительские мы их называли. Ну, из воспитателей я помню, вот, Анна Павловна была, Валентина Ивановна была. Как они к вам относились тогда, Нормально, вот, воспитатели? нормально, очень даже нормально, нормально. Таких грубостей, ничего такого не было. Мы же все маленькие были. Воспитатели вообще нельзя даже было на нас голос поднять. Что вы хорошего сохранили в памяти из детдомовской жизни? Потому как я теперь слышу по телевизору всегда, чуть не каждый день. Слышу, о, детдомовские ни на что не способны, туда-сюда, детдомовские. Это я слышу и в кино, в передачах, вот тому И подобное. сейчас плохо тоже относятся к детдому? Сейчас. Да. Тогда относились очень хорошо. Я удивляюсь, такое было суровое время. И с нами относились даже очень хорошо. Воспитатели, я имею в виду, учителя в школе. Относились к нам вообще как-то с уважением, с одобрением. Вообще как-то к нам они особо относились. Вы во время блокады приехали, вы уже войну, вы уже голод увидели. Все время нам говорили, вот воспитатели, учителя в школе говорили. А сейчас этого нет, сейчас все по-другому, все есть у всех, все. И почему-то всегда, как только касается детей, я тебя в детдом отдам, туда-сюда, куда угодно, только не в детский дом, только не в детский дом. А мы помним наше время, мы все время, вот сколько я встречала детдомовских, вот нашего поколения, и все довольны, никто не ругает детский дом. Почему теперь такое отношение стало, я тоже не знаю. Люди стали другие. Остались ли у вас друзья? Вот подруги мои, они у меня в альбоме. Валя, Тоня, вот она, которая в Новосибирске живет, Тоня, Антонина, да. Галя в Москве живет. И вы общаетесь, да, по телефону? Да, как вы общаетесь? Всю жизнь переписывались без всякой лени, а теперь пошли телефоны. Компьютеры? Да. Вот, которая Тоня, что я говорю, у нее компьютер, вот она, давай, Жанночка, сядем, поболтаем с собой, у нее компьютер, настроить свой телефон, там у ребят у наших. По скайпу внуков, общаетесь, да? и мы просто болтаем, детство вспоминаем. И все равно, как бы там ни были все время, так и все равно лучше наше время, детство прошло там, где мы жили, короче говоря, воспитывались. Самое лучшее время, ну это правда. Потому какие сейчас люди стали очень-очень грубые, даже очень. Не то. А в наше время воспитатели, учителя вообще были хорошие, все понимали, все. Лишние никогда ничего не скажут, никакого дурного слова, ничего нет. Все хорошо. Сколько было вам лет, когда выпустились из детдома и начали устраивать самостоятельную жизнь? Ну, из детдома я, например, вышла, мне было 15 лет, 15, а затем нас отправили в училище. Из детдома? Да, да. В то время мы кончали 7 классов, потом 2 года в училище, это как считалось 9-8 классов, это мы учились. Там программа была за 8-9 класс в училище, 2 года учились мы там. На специальности толка, там другие
специальности были. И куда вас отправили? Сначала отправили нас в Алтайский край, город Рубцовск. Там сплошные заводы. На один машиностроительный завод, помню, нас отправили. Ну, дети, нам, помню, мастер, куда мы попали, в какой цех. Детский сад нам привезли. Нам еще этого не хватало с вами тут работать, воспитывать вас. Это совсем детский сад, что мы с вами будем делать? Это мастер один пожилой, и вот все с нами, как с детьми. И они вас годам, научили, по да? годам, да? Работать. Да, уже аттестат был на руках об окончании ремесленного училища. И работали вы в том заводе Да. токарем, да? Да. А потом Алмата же рядом. Казахстан, это Алтайский край. Это рядом, да. Ну, девчата, некоторые поехали в Алмату. Мы переписку вели, все. И мы потом с другими девчонками, нас же их немало было, и тоже к ним приехали. А потом я уже с Бунямилом познакомилась, все хорошо. В то время было совсем, чисто все было. Люди были такие душевные, чистые просто. Это правда. Вот такое было время. И все, немножко поработали, мы там видим трудно, квартиру нам получить всегда это трудно. Другая республика, все. А ваш муж там тоже учился или служил? Бунямин, он где в армии служил, внутренние войска. А после армии его прямо по направлению направили его в пожарную часть, работать пожарником. Вот потом, сколько могли, пожили, а вот из Дагестана то мама их не была. Она приезжала, да, часто туда? Она потом уже приехала, когда мы уже решились приехать сюда. И приехала она, и мы все вместе уже приехали сюда, в Дагестан. А у него, кроме Бунямила, еще всего было 4 брата. Старший хан Магомед, теперь его не осталось. Нур Магомед, может быть, он, наверное, в курсе дела. В районе везде ходил. Учитель и краевед был еще. Музей. Занимался музеем, краеведческими делами. Такой брат Бунямила. Это второй брат. А третьего, 4-й, Камиль, он здесь с нами по соседству. Тоже он уже старенький, совсем уже старый. Сколько у вас детей? Чем они занимаются? У меня 3 сына. Старший сын в нашей школе работает, еще в Карсумкенской музыкальной школе работает. Вот. Музыкант, учитель пения. И вот здесь в нашей школе тоже ведет музыкальный час. Второй сын, который в Саранске живет, он как в Буйнакске, в Дагестане у нас здесь, кончал кооперативную технику по бухгалтерской части, бухгалтерский учет вести, короче говоря. И вот потом в армию ушел в Саранск. В Саранск его взяли на службу. И так он до сих пор там. Работает, да? Да. И там в армии служил и работать остался там, жил там, женился там, детей женил уже, все там, в Саранске. Когда вы приехали в Дагестан, ваши впечатления? Когда я приехала сюда, мы сразу как-то в село приехали. Вот и уже вся родня здесь жила, мама. Кроме моего
как говорится, у Бениамина еще 3 брата были. Они все жили здесь. Как вам понравились наши Обычаи. традиции, обычаи? Может, уважение к скромность. старшим? Это обязательно. Это обязательно. Традиции такие были. Сейчас они уже почти исчезают. А тогда держали. Вот вы говорите, когда вы были в детдоме, там дружны были, да, относились Да, друг к другу. да. А здесь была вот такая вот, Сплоченность. да, сплоченность. Здесь все по-другому. Там был детский коллектив. Воспитатели, учителя, все это. Там все было по-другому. Детство есть детство. И восприятие совершенно такое все по-детски. А уже сюда, в Дагестан, приехала. Здесь уже взрослая я. Замуж пошла за дагестанца. Приехали мы сюда. Ну, как ты видишь, так и воспринимаешь. И живешь так, как нужно жить, как все живут. Так и получилось. Жанна Александровна, освобождение Ленинграда, достижение Великой Победы имеет неоценимое значение для нашей страны. Считаете ли вы героизмом блокадные дни Ленинграда Ну, в жизни как же. людей? Ну, а как же, это же обязательно. Без героизма вообще нигде нельзя. Особенно в то время. Тогда, наоборот, люди были очень даже мужественны, даже очень. Защищали сильно, защищали город, все. Конечно, можно их героями назвать обязательно. Чем отличается молодежь послевоенных лет вашего времени от современной молодежи? Кому вы отдаете предпочтение, сравнив это поколение в плане справедливости, патриотизма, доброты? Еще я всегда говорю, Господи, когда я со своими внуками встречаюсь, разговариваю, или когда вот на улице молодежь видишь, ну, разница огромная, понятно, даже очень. Вот. Потому как-то тогда молодежь почитала просто пожилых людей, людей старшего поколения. А сейчас, как говорится, ну хорошо, в одном доме родители, там дети их не воспитаны, но ведь не везде одинаково. Но разница огромная была все равно. В наше время и теперь. Молодежь все равно, молодежь остается все равно. Какой след оставил детдомовская жизнь в вашем сознании? Лично в моем понимании, и с подругами, с которыми я до сих пор держу связь, я плохого ничего не вижу. Судьба наша такая. Без родителей выросли, лишней ласки не знали ничего. Какой может след оставить? Без родителей выросли и все. Вот весь и след. Без родителей. Как говорится, война помешала всему. Ваши пожелания нашим телезрителям? Главное, чтобы уважали своих родителей, людей старшего поколения, чтобы это уважение оставалось и в будущем. Вот. Чтобы ценили дружбу народов Дагестана, чтобы уважали свои традиции, все. Дай Бог здоровья всем и в первую очередь молодым. Дай Бог вам здоровья и мирного неба над головой. Спасибо вам за интересный и за содержательный рассказ. А вам, дорогие телезрители, всего доброго. Mama.